Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Акбар. Если он и в самом деле является пророком, а мы станем призывать друг на друга проклятие, то не будет успеха ни нам, ни нашим потомкам. А потом они сказали пророку: да благословит его Аллах и приветствует. Поистине мы дадим тебе то, чего ты у нас просишь. Здесь речь идет о том, что знать Наджрана согласились, прошу прощения, что знать Наджрана согласилась выплачивать мусульманам поддушную подать и доставлять им ежегодно 1000 одежд и 1000 окий серебра в месяц Сафар и столько же в месяц Раджаб. Но ты должен послать с нами надежного человека, и не посылай с нами никого, кроме надежного. На это пророк Мизмяхмад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: я обязательно пошлю с вами действительно надежного человека, и каждый из сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пожелал, чтобы было названо его имя. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он сказал: встань, о Абу Убайда бин Аль-Джаррах. А когда он встал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: этот человек является доверенным лицом амин этой общины. Ну, амин этой общины. В другой версии этого хадиса, передаваемой со слов Аннаса, да будет доволен им Аллах, общается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине в каждой общине есть тот, кто заслуживает доверия. Амин. А заслуживающим доверия этой общины является Абу Убайда бин Аль-Джаррах. Тут написано ссылка, смотрите хадис номер 474, значит 1474. Имам Ахмад передает от Ибн Аббаса, что Абу Джахль, да проклянет его Аллах. Смотрите, Джахль, смотрите, вот это слово производное, это Джахль. Имам Ахмад передает от Ибн Аббаса, что Абу Джахль, и поэтому называют Джахль, который ислам, да проклянет его, тут написано Аллах его. Как ты сказал, если я еще раз увижу, что Мизмяхмад молится возле Каабы, смотрите, очень интересный момент, пассаж, я встану на его шею. Вот этот Джахль так сказал. Представляете, он сказал на нашего пророка Мизмяхмада, его же брат араб. Уже потом пророк, да благословит его Аллах, сказал об этом. Когда окреп и понял, что за ним какие-то бандиты ходят, он начал этого Джахля потом гнобить, а потом, возможно, его убил. Но это вычислим потом. Если бы он сделал так, то ангелы растерзали бы его на его глазах. Если бы иудеи, смотрите, сразу надо припрячь у иудеев, возжелали смерти, то они умерли бы все и увидели свои седалища в аду. Седалище, это значит задницы. Вот они эту сказку рассказывают. Если бы те, кто хотел призвать взаимным... Нет, понимаете, если... Знаете, что самое интересное? Вот они живут в Мекке. Евреи жили в то время чуть-чуть в Медине и в Иерусалиме, да, Аль-Кудс, как говорят. Но нахрена, как говорится, им втягивать этих евреев в Мекку, в Абу? Нет, надо их туда тоже. Хотя это был Абу Джахль, который сказал, я сяду на его шею. Но нет, Мухаммад пошел к евреям. Потому что, знаете почему? Потому что его евреи послали нахрен со своими сказками, аятами, и сказали, иди нахрен отсюда, Мухаммад. Мы твои сказки слушать и принимать не будем. Мы евреи, у нас есть Тора, Талмуд. Мы верим своим вот этим сказкам, своим еврейским сказкам. А ты, Мухаммад, бедуинский, иди вон туда, себе обратно в пустыню. А он, чтобы потом их наказать, сочинил все эти сказки, что они произошли от обезьян, и приклеился к их авраамическим сказкам, сказав, что арабы, вот эти бедуины, какого-то Авраама тоже пришли. Ну, поэтому они типа двоюродные братья. Но это авраамическая сказка, они нам не интересны. Не, они нам интересны, чтобы понимать, что происходит, но это нас не касается, это их внутренние разборки. Так, если бы те, кто хотел... Брат, дай комментарий добавить, брат. Дай комментарий добавить. Ой, мемош, тира дito, просто, я что видел, что... Представь, нет, мемош, алдоше, тира дito, нахал, да, мой это, представь себе, это дебил, что, жуктиш, науэлы, тира дito, бедуинши. Also die zu schreien, das мимо шло церковь. Ой, да и нет, эти дебилы просто поверили вот этому сумасшедшему.
Перебили всех там евреев. Ну как тебе это? Не, лортям, вот Нет, это дикой. нет, да, Мои я смотри, молодого добавлю может, сейчас. отлично. Как будто, ну да, давай, брат. Нет, смотрите, да, это очень интересный момент, да, я не хотел как бы развивать эту тему, но раз уж Крикс начал, смотрите, вот он пошел, он начал сочинять сказки, там у него свои христиане-арабы, сам он такой сказочник Мюзмямов, который там караваны водил, Хадижи, на деньги Хадижи, понял, что можно их грабить, потом обманывать, расчленять маленьких детей, мальчиков, девочек, насильник, маньяк, убийца, террорист, бандит, там женился 11 раз, там наложницы, шмоложницы, гей, не гей, короче, задний приводный, кверху задний приводный, Масушадик Абу Захер, там, что он там только не творил. Потом вот эти арабские камни, эти идолы, там, самый главный, Аллах, ну все, он там, короче говоря, начал работать, раскидывать вот эту религию, сочинять, тут эти знатные курайши, эти из племени, потом бану, христиане все. Ну, короче, полный бардак у цыган, еще вот этот Аравийский полуостров, как обычно у арабов. Все это вот как это сказать, бессмыслица там происходит. И он едет к евреям, да, их чуть-чуть там в Медине есть, как мы говорим, так что, и в Аль-Худс, вот это, Иерусалим. И он начинает им рассказывать сказки, их же сказки, но говорят, что это их сказки, арабские, бедуинские, его. Что вот Иска, короче, вот, Писка, которого Джабраил, сура 19, аят 17, сделал родить Марьяшки, говорит, это нет, это не Бог ваш. А у них многотысячная история, многовековая, у евреев там их римляне, там их долбили, персы их долбили, там эти монголы, шмонголы. Они что записывают? И приходит какой-то из пустыни бедуин, левый какой-то, со стороны Мекки. Неизвестно, где он там родился, надо будет изучить полностью его историю. Я как-то вот читал, а сейчас я уже по памяти забыл. И он им рассказывает сказки. Говорит, слушайте, евреи, вы должны принять ислам. Я мусульманин. Я там уже всех в свою религию это самое вел, там христиан арабских, так называемых, вот этих всех. Потом всех вот этих вот язычников арабских. И вот вы остались евреи. Всех христиан я тут перебил. И вы, евреи, они же умные все. Они говорят, не, мы тебе не верим. Ты пошел в задницу, короче, мужьям. Иди в пустыню. Мы свою, эти, Торы, Таурат, как это говорится. Там, Талмуд, Шмалмуд, Тора, Шмора. Мы свою историю знаем, мы будем верить в свою иудейскую религию. Но они его не приняли. И он такой, все, короче, разозлился. Ну, смотрите, он перед тем, как мне это сказать, он сочинил сказку, что они произошли от Авраама, да, вот этого, у них как бы различные рода. Все они типа семиты, вот это, тут арабы, это и наши. Они его не приняли, они сказали, нет, ты к нам, евреям, не относишься, ты к евреям не относишься. Они ему сказали, ты к нам не относишься, ты не рассказывай, не приписывай нашу историю, наши религиозные вот эти вот чувства, верования к себе. Ты давай, иди в пустыню. И он, скотина такая, подлая крыса, этот Мюзмямов, хотя он сочинил историю, что они как бы двоюродные братские народы от Авраама пришли, уходит, и как говорит Крикс, ну, он хорошо это заметил, ну, тут в Коране так и написано, взял, сочиняет сказку на них, на своих братьев двоюродных. Они произошли от обезьян. Но он такой тупой дебил, этот Мюзмямов, у него же шизофрения полная, у него же биполярность, больной человек, у него нету логической связи. Если они все произошли от Авраама, и они двоюродные, как бы, братские народы, как чеченцы, ингуши, допустим, как он может тут же их обвинять от того, что они произошли от обезьян, и что Аллах их ненавидит? Значит, он сам мудак от обезьян произошел. Гнида она такая. Петишу, где тут логика? Эй, Самдаулич, нах. Я не хотел эту тему затрагивать, раз уж Крикс начал это говорить, я развиваю до конца. Мечают тебя, логик, хекал, мечаду, метпил, Самдау. Брат, ты серьезно, ты видишь там логики? Ты там логики не находишь? Брат, поверь, там есть такая тонкая логика. Да, хорошо. Я расскажу про логику, ты договори, поверь, там тонкая логика есть, очень даже важная. Я как бы общим даю понять, что ногчи бац, вот чеченоговорящий, буцал на бац, а мы-то работаем на нашу чеченоговорящую публику, на наших чеченцев, нам-то не интересно, то, что там верят другие, мусульмане, не мусульмане, мы не стараемся религию там победить, мы войну не объявляли, ислам это ислам, объявил религию всему чеченскому с подачи Русни. Мы хотим просто донести правду, что сам мать стоит. Это, представляете, я сейчас сижу, например, здесь в этом чате и говорю, Галга от обезьян произошли. Хотя мы все одни братья. Галга, Вейсан, Абуль, Вейнех, будешь мы нахи. У нас эти хевсуры, не знаю, кто там еще такие.
акинцы, мышкуш там, эти кистинцы, майстры сейчас по памяти все. И тут я сижу такой, например, в столице Грозном, Чечне, Шахаргала, да, Сбирскала. Я говорю, ага, они меня, ингуши, допустим, обидели, я поехал на Зрань. И такой сажусь, не, я приезжаю, говорю, ингушам. Ой, царей иду. Ой, царь, у меня один, Чумаков, Хамза, да, Хадурду, допустим. Ой, Чумаков, Хамза, ой, цада, и они говорят, пошел нахрен отсюда. Сараф, ты нам нахрен не нужен. У нас свое Назрань, своя тусовка, короче. Мы свои зикрические движения открыли. Нам твой зикр не нужен. Я такой разворачиваюсь, доезжаю до Нестеровской, говорю, разворачиваюсь в сторону Назрани. Это все мудаки произошли. Это без меня. Тогда, как буквально час назад, я кричал, что я ваш брат двоюродный. Это что? Где там логика, эй? Сам даулиш, эй, нахрен, шунгуш, да, царь, Брат, хочешь логику все-таки? Брат, я тебе логику все-таки хотел сказать. А логик мечай, бах, вот стюрет, ажа. Логику юхаем. Логика уметь тяжи в тибу. Короче, на два фронта бегала. Обезьян шхала цера, адам шхала цера. Ну, разделились обезьян шхала цера. А логика в том, что, ну, обезьян хала, соврать ты ж могуешь. Ох, обезьян шахай, ох, еврей шахай, хадо, что дюзал даться арбу халшул. И шахай логика этих. Да, брат, все логика, все это все дошли с глубоким мягким дошу моду, сухие бежишь, амин моду, сухая мать, я шелую. Логика, арбу хабелах, дой в итоге жукта обезьян шахай. Ты ши логика. Да, в принципе, подходит, да. Смотрите, сейчас мы дочитаем. Это чисто твои логические заключения, или все-таки это ты уже... Это внушил мне Аллах Субхану ва Тааля. Да, понятно. Хорошо, давайте, смотрите, закончу вот этот вот тафсир, чтобы было уже понятно, о чем мы говорим. А потом мы вам расскажем про то, как Музмамад в своем Коране, в сказке своей, которую он сочинил, говорит про евреев, что они обезьяны. Так, заканчиваю вот этот тафсир сейчас. Прошу прощения, дорогие друзья. Дорогие братья-мусульмане. Значит, если бы он сделал так, что ангелы растерзали бы его на его глазах, если бы иудеи возжелали смерти, то они умерли бы все и увидели свои седалища в аду. Если бы те, кто хотел призвать взаимные проклятия с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствие, сделали бы это, то, вернувшись домой, не нашли бы там ни свои имущества, ни семьи. Достоверный хадис, рассказал Ахмад аль-Муснади, 1/248-368, Ат-Тирмизи 3348, Аль-Бухари 4576, Муслим с разными иснадами 5005 от Абу Хурейры. Как известно, всем нам печально или знаменито известный Абу Хурейра, заднеприводный, который всегда был сзади Музмамада и носил 3 камешка в своем кармане, которым потерялся Музмамад. Так, смотрите, это мы уже как бы разобрались с Мубахали, сура 3, аят 61, аят из 200, Алю Имран, семейство Имрана. А сейчас мы расскажем вам про то, что, как напоминается в Коране, что евреи произошли от обезьян. Ладно, это идиотизм. Вот, кстати, он идет к ним и говорит, что мы мои братья, а потом, когда они его отвергают, он говорит, вы произошли от обезьян. Но он же такой тупой, этот Музмамад, что он этим самым говорит, что они тоже произошли от обезьян, понимаете? Так, читаем. Дело в том, что если со стороны, с арабского взгляда посмотреть, представить себя арабом, получается так, что он истребляет там свой же как бы особь, от которого они произошли, понимаешь?
Вот, Да-да. мама обезьяна, а папа еврей, а появился араб, понимаешь? В итоге شدينا نعرف شو فактически говорит, если شدين خوي شدين خد عرف شليش ناس ما يمرش دايش جفتي بايش короче شدين خوي شدين خد دقيم عليك يا خاتو سكانتو. Да. Да, в принципе, да, я с этим, да, как бы нельзя не согласиться. Но мы читаем суру вторую, аят 55. Кстати, мы выкладываем в печатный формат этого канала, чтобы люди уже читали с нами. И не говорят, это как бы Коран для чайников, идиотов. Кто хочет, пускай читает. Что мы не сочиняем, мы ничего не сочиняем, мы все читаем как есть. Мы от себя ничего не говорим, просто мы читаем как есть. Сура 2, аят 65, Аль-Бакара, корова, 65 аят из 286. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Хорошо. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами. Вот это идиотизм. Нет, просто, знаете, понимаете, я не защищаю евреев, я не защищаю ни арабов, я не говорю ничего против ни евреев, ни против арабов. А это такие же люди все. И арабы, и евреи, и вообще все люди, они как бы люди. Биологически это факт. Мы все являемся живыми существами на этой земле. Но тут сидит этот араб Музмамон, идиот, и говорит на своих двоюродных братьев, которые буквально вот перед этим он называл братьями, сочинял, что они пришли от одного отца. И когда они его отвергли, он говорит, вы произошли от обезьян, ну как это вот у него вот это? Ну ты дебил? Нет, ты дебил, что ли? Значит, ты тоже обезьяна, потому что вы же все одинаковые. Как они могут произойти от обезьяны? Худу да вообще, худу. Худу да, эй. Эй, сам доволен, худу ли, личадышу. Шудуется. Наука доказала, что мы все являемся биологическими живыми существами на этой планете Земля. И тут этот дурачок, рассказывает сказки, что они от обезьян произошли. Да, смотри, а перед этим, знаете, что смотрите? Сейчас. Какая была история? Ну, сегодня хоть Лухьяк есть. Тут они пишут. Арабы и евреи – это один народ. Арабы тоже были в Библии. Смотрите. Ой, это такие вещи они пишут. Ой, я даже не знаю, что вам будет читать. Вот, смотрите, сейчас. Сейчас я вам отвечу. Я хочу вам сейчас, зачитать, чтобы перед тем, как уже сели прочитать про евреев, про то, что они произошли от обезьян, рассказать сказку, как араб Музмамад рассказывал о евреях, что они типа один народ, и у них один этот отец. Сейчас. Так, смотрите, сейчас. Тут написано такие сказки. Это вот можно. Евреи и арабы не родственники, только соседи. Арабы и евреи не родственники, только соседи. Смотрите, миф устоялся прошлый, хотя тут они говорят, смотрите, евреи. Авраам не был отцом арабов, тут они начинают. Это евреи пишут. Евреи уже от них отказываются. Оказывается, общепринятое мнение, будто Ишмаэль, сын Авраама, смотрите, Исмаил, сын Авраама, Ибрагима по-арабски, был родоначальником арабских народов, не подтверждается. Это уже евреи пишут. Ни Библия, ни другими историческими свидетельствами такую точку зрения высказал доктор Марк Юри, исследователь из Центра по изучению ислама при Мельбургской школе теологии. Хотя Музмамад сочинил им, сказал, что ваш Авраам и его сын Ишмаэль, значит, Ибрагим по-арабски и Исмаил по-арабски является их отцом, основателем именно арабов. А другой сын этого Ибрагима, как его там, Муса, да, кажется, его звали, что от него пошли уже евреи, Моисей. Так, значит, они уже доказывают евреи, что он хотел к ним приписаться.
Собственно, все они опирались на Библию, где описывается его происхождение от наложницы Авраама, это значит Ибрагима, египтянки Агари. Отсюда же в современное время выводились и духовные корни араба-израильского так называемого их конфликта. Действительно, в Ветхом Завете ангел пророчествует Агари, что ее сын, это еврей, египтянка, что ее сын будет между людьми, как дикий осел, рука его на всех и руки всех на нем. Это значит у них Ветхий Завет, 16 том, не знаю, что быть 16-12. А затем говорится, что потомки Ишмаэля, Исмаэля, это значит арабский отец, поселились пред лицем всех братьев своих, там же 25 стих, что ли, 18 там, не знаю, глава. Это факты покоились и теории многих теоретиков сионизма о том, что в сущности арабы являются двоюродными братьями евреев, и стоит преподнести арабам Палестины блага современной цивилизации, как они вместе смогут воссоединиться в порыве братской любви. Но напоминаем, что евреи тоже, они умные, хитрые. Они, когда им выгодно, они эту сказку культивируют. Типа говорят, вы же наши братья, вы наши двоюродные братья, вы произошли от Исмаила, сына от Ибрагима, и все сыновья Ибрагима. А когда им не надо, они говорят, вы лжете. Однако, даже в Библии нигде прямо не говорится, что Ишмаэль стал родоначальником арабов. Откуда уже возникла эта гипотеза? Пишется. Исследования Фергуса Миллара, профессора кафедры древней истории в Оксфордском университете, показывают, что никто иной, как еврейский историк Иосиф Флавий в работе «Иудейской древности» впервые стал утверждать, что Ишмаэль был отцом арабов, и таким образом Авраам стал общим предком арабов и евреев. От Флавия эта предполагаемая связь между арабами и Авраамом через Ишмаэля перешла в сознание христиан, а затем проявилась и в раннем исламе. Коран также прямо не говорит об Измаиле или Аврааме, как о предке арабов. Хотя там действительно есть Авраам и Измаил, молящиеся Аллаху, чтобы сделать их потомков мусульманским народом. Но эта связь больше прослеживается в более поздней литературе. Таким образом, в исламской традиции Авраам и Измаил, Ишмаэль стали считаться не только духовными предками Мухаммада, как исламского пророка, но и физическими предками арабов. М. Дюри ссылается на работу «Ишмаэль и арабы» 1976 года профессора Исраэля Эфаля из Иерусалимского университета, который проблематизировал устоявшуюся связь братских народов. Он использовал в своей работе как исторические свидетельства самой Библии, так и этнолингвистический анализ. Библия говорит как об измаильтянах, потомках Измаила, так и об арабах, но не объединяет их. Профессор Эфаль отметил, что измаильтяне упоминаются в Библии ранее, а ссылки на арабов даются позже, хотя и те, и другие относятся к кочевым народам. Но они разделены веками. Эфаль заключает, что упоминание об измаильтянах прекращается в середине X века до нашей эры, а упоминание об арабах начинается только в середине 8 века до нашей эры, поэтому нет исторического основания для традиций ассоциирования измаильтян с арабами. Эфаль указал, что идентифицируемые языки, связанные с группами, исходящими от Авраама и его племянника Лота, Лот в Коране, про него тоже написано, Лот там, не знаю, надо посмотреть, являются членами языковой семьи, известной в семитской лингвистике как ханаанские языки. Это говорит о том, что измаильтяне были носителями ханаанского диалекта, как и все другие ветви семьи Авраама. Эту гипотезу впоследствии подтвердил профессор Мюллер, как предполагается, со временем носители арабского языка вытеснили некоторые из ранних ханаанских народов, включая измаильтян, из мест их проживания и поселились там. Так что Ишмаэль не был отцом арабов, равно как и Авраам. Ишмаэлиты, вероятно, были ханаанеями, но говорили не на раннем арабском языке, а на диалекте, похожем на иврит. Со временем они исчезли или были поглощены другими группами, как и многие другие древние народы. Таким образом, в реальности совершенно не важно, кто является чьим отцом и братом. Важно, объединяет ли миф людей или, напротив, ведет к вражде между братьями. И не менее важно, какой миф внедряет в массовое сознание власти придержащие. Поэтому не стоит ломать голову над тем, являются ли арабы нашими братьями по крови или нет. Гораздо интереснее, удастся ли евреям изобрести миф, который позволит нам жить в мире. Так, это понятно. Это мы прочитали. Ага. Так,
читаем другую историю. Евреи и арабы не родственники, только соседи. Миф устоялся прочно, мол, да, евреи от Исаака, Ицхака, а арабы от Исмаила, Ишмаэля. И отец у них общий, Авраам, значит, пусть хоть и не единоутробные, но братаны, братья. Евреи называют Авраама первым евреем. И сообщил Аврааму, еврею, Тора. Тора, значит, ссылка на Тору здесь. Брешит 14.3. Или в христианской Библии издание Синода. И пришел и известил Авраама, еврея. Бытие 14.13. Арабы называют Авраама первым мусульманином. Так, Авраама. Это мы знаем. Ибраим, да? Его сын Исмаил. Так, не теряем связи, это очень важно. Как, мол, в Коране записано, то, что в Коран, как основа ислама, был создан только в 7 веке, уже новой эры, это после Рождества Христова, после рождения Иисуса Христа. Потому что современное летоисчисление идет до нашей эры, после нашей эры. До рождения Иисуса Христа, после рождения Иисуса Христа. А арабы, они говорят, до хиджи, после хиджи. После того, как Мухаммад из Мекки пошел в Медину, и из Медины вернулся, они говорят, до хиджи, после хиджи. Ну, это такое сказочное тоже, как бы, летоисчисление. Так, читаем дальше. Утверждает, что именно арабы от Авраама. И ислам от Авраама, и земля Ханаана для арабов. Где родина арабов? Родина арабов – Аравийский полуостров, территория площадью 2500 квадратных километров, ныне здесь размещены Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Маскат и Оман и Южный Йемен. Известный исследователь Востока Лев Гумилев, это русский так называемый ученый, бандит, убийца и террорист, пишет, о происхождении арабов свидетельствуют только легенды в книге «Бытие». А исторически зафиксировано, что в течение почти тысячелетия в Аравии жили разрозненные племена бедуинов и садоводов, и не имевших даже общего самоназвания. Никаких тенденций к объединению не возникло и не возникало. В 7 веке выступил Мухаммад с проповедью единобожия, мусульманский субэтнос завоевал всю Аравию. Мекканские купцы и бедуины пустыни предпочли смерти или рабству обращение в ислам, потому что он силой навязывал свою идеологию. Так создался новый этнос с измененным стереотипом поведения и с самоназванием арабы. Одно из племен предшественников арабов, Набатеи, еще на рубеже 4-3 тысячелетия, прошу прощения, 4-3 тысячелетия жило к югу от Мертвого моря по направлению к Красному морю. Много позже они первыми из племен кочевников Аравийского полуострова соприкоснулись с эллинско-римским миром, восприняв ряд его достижений. Интересно, что они переняли от арамеев, не забудем, древние евреи говорили и писали и на арамейском языке, письменность, приспособили ее к своей фонетической системе и на ее основе создали прототип современного арабского письма. Американский ученый и историк Азимов считает, что термин «исмаилиты», как имя Ишмаэль, эпоним группы арабских племен, живших на территории к юго-востоку, от Ханаана и юго-западу от Междуречия до южной части Аравийской пустыни. Но дело в том, что сами те племена в давние библейские времена себя исмаилитами не называли, и свое происхождение или родство с еврейскими патриархами не связывали. Скорее всего, они об этом вообще ничего не знали. Когда возник ислам? Хорошо известно, что религия народов семитской языковой группы аккадцев, халдеев, ассирийцев, ханаанов, финикийцев, арабов и других, за исключением израильтян, первоначально был политеизм, это значит многобожие. Александр Мень в 1685 году эту работу написал. Арабские племена были язычниками. В Мекке они поклонялись, заостряем наше внимание, Хаабе, вокруг которой, смотрите, очень важно, кстати, у нас в гостях снова гость, Скайнекс, Чечня, Абади пришел, Сеймур, Харугмо, Клаус Швайб, Армат, величайший исламский ученый, алим, мыслитель, Флайнг Дочман, Ширвани, Адам Вайт, Крипсраун, Урукей,
боевой чеченский ворон со скандинавским окрасом. Напоминаю, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп дал указание своим советникам, что нам продолжили финансирование. Частично финансируемся Госдепом, Сенатом, а также Конгрессом США. Читаем дальше. Смотрите, это очень важно. Арабские племена были язычниками. В Мекке они поклонялись Каабе, вокруг которой стояло 360 идолов. Это языческое копище Мюзмяхмад уничтожил, оставив только Каабу, черный камень. Именно Мюзмяхмад и его последователи ввели среди арабских племен единобожие, веру в единого Аллаха, ислам. Началось это в 7 веке новой эры. Родословные народов по Торе, значит, из Библии и Торы. Послепотопные прародители Ноах имел 3 сыновей. Смотрите, это еврейская сказка, которую нам приписывают почему-то. И мы должны это принимать, да? И мы будем говорить, о, вы добрый, ходой, воду. И Бог Мадати, тут Руслан Закреев был один у нас политический русский православный Ахрусуна деятель, бандит и мерзавец, также маньяк, агент ФСБ, КГБ, ФСБ, с малых лет, который стучал, его родители стучали, его родственники стучали, эти семейка Дениевых стучала. И сейчас они у нас в Чечне являются какими-то там шейхами из селения Шалажи, семья Дениевых. Это они являются штатными агентами КГБ, ФСБ, царской охранки, еще со времен царской оккупации, значит, конца 17 века, семья Дени Арсанова. Дениевы они все. У них вирды вот эти вот. Хайла, вирды, ауды вирды, хаджи вирды, бандиты все. Стукачи едят, мусульмане, верхузат традиционные. И этот вот Руслан Закреев, мерзавец, который себя объявлял вместе с бандой Гантимирова, ну, русские вот эти православные Ахрусуна бандиты, в то время это было ФСК, после КГБ, подрывали чеченскую государственность, заявил себя во времена президентства Джиха Дудаева президент независимой республики Шалажи. Вы представляете, к нему приезжали Первый канал, в то время бывшего Советского Союза, но это была уже Россия, и Второй канал, брали неофициальное интервью. Этот мудила, вот этот вот Закреев, подлец и мерзавец, заходил на наши каналы и говорил: вы шайтаны, вы не знаете Коран, я признаю только Прохорова, я Крачковское признаю, Кулиева не признаю. Какие-то суры, аяты там что-то там цитировал, мерзавец, подлый. И вот этот вот мудозвон, его так и надо называть, убийца, предатель чеченской нации, он уже умер, все, мы его больше никогда не услышим. С его же слов он жил в Ставрополе, какой-то землянке. И говорю, что его предали. Его же покровители, его же кураторы из ФСБ, ФСК, КГБ, в то время Советского Союза, а потом России. И вот этот вот мудак, мудозвон, его так и надо назвать, мудак, ёпта, сконченный. И такие, как он, мудаки, мулы, мерзавцы, заходят и говорят, нет, и здесь, и везде, и по телевизору, ой, ну, поймар, хадольду, милта, олхос, куйшнулы, цадок, куйшнулы, цамяхцяшнулы, цалечну, вакуши, нох, поймар, хадольду, ой, нох, поймар, ой, нох, придуй, ой, нох, придуй. Души цог, это еврейские, аврамические сказки. Войца, нох, поймар, хадойла, да. Яца, дойла, меткабац. Мы никогда к этому никакого не имели отношения и не будем. Не надо нам рассказывать вот эти вот аврамические еврейские сказки и пудрить мозги простым обывателям чеченцев. Магизде гархам, тадиц богдек, дакачит мистек, ценник, дакачит иша, там метайтиш, и образование давайте, дайте им изучить историю. И такую историю научную, и религиозную, теологическую. Дайте им вообще все эти знания. Дайте им найти. Молитесь и тонешь. Хотя Австрия, а что сошли? Не вызвал. Арби основой, загокол, холков, куйбовы. Толом куйбовы. Вау, цокдойш. Вы, ну, понял, мархадуй, буду бош. А я, чок моя, ох, вор бош. И гладу, иш моя, знали. Иш я мягал, киги ты хочешь, ну, чор холки, мягал, хоть ты лишь. И зовут Зелем, Яндер, Бицань, и я бандит тоже. Такой же бандит, как и Зелимхан Яндарбиев. Мерзавцы подлые.
Исаки Амадар, Гаршайлар, Уалмиш, Армунднаш, Арбасханар, Ашмасханар, Араргничать, вот это засилие вот этих мул русских православных, ФСБшных, и тюрнишнич, и тюрнишнич, и тюрнишнич. Арна, холкну, дай локшу. А ты и тюрниш. Исма, ой, ну, пойма. Так, ладно, это как бы скобка была, объяснение. Читаем. Еврейские авраамические сказки про Ноха, которые переделал к себе пророк Низма Мадаравский. Так, родословные народов по Торе, Библии. Послепотопный прародитель Ной Нох имел 3 сыновей. Ефета, Хама и Шема. В греко-латинской транскрипции семантическая, в русской семантика. Семитская, греко-латинская транскрипция сем, русская сим. Их потомки определены как зачинатели всех известных в библейские времена народов. Конечно, это еще не означает научную достоверность этой генеалогии народов. Скорее здесь подчеркивается вообще, что человечество – это единая семья народов. Хотя научно доказано, что первый человек произошел с континента Африка. Просто доказано научно, там, на генетическом уровне все четко провели линию, как он расселялся человек по планете Земля. В данном случае нас больше интересуют потомки Сима. У него было 5 сыновей – Эйлам, Ашур, Арпахшад, Луд и Арам. И внука Арпахшада Эвера было 2 сына. У одного из них, Йокпана, родилось 13 сыновей, о которых написано. И были их поселения от Меши в сторону Сфара, горы Восточной. Бытие 10, 20-30. У второго сына Эвера, Пелега, в 4-м поколении родился правнук Террах, отец Авраама. А дальше уже всем известно, служанка-египтянка Агарь родила Исмаила. Смотрите, вот если Нох, Поигмар, как говорится, залез в этот свой, создал корабль, этот ковчег, туда набрал всех, потом был потоп. Его корабль, как говорят евреи, то есть армяне говорят, что это гора Арарат, а чеченцы вот этот какой-то есть, как его зовут, забыл его имя, Мансур или как его, ну в горах Чечни он копает. Чеберловец тоже, он кажется, Нахажа, Цигарукас. Как его зовут? Мансур? Как, ну кто ему, напомните вот этот парень, который там копает, мужчина очкастый, в шляпе. Он говорит, что у нас там Ноев ковчег, да? Просто к чему я хочу сказать. Напомните его имя, пожалуйста, кто-нибудь там, YouTube у него видео есть. Ноев ковчег, который у нас в Чечне. Как его зовут? Дорогие братья и сестры во Христе. Кто-нибудь помнит его? Вот этот, Руслан его зовут, да? Ну, все забыли, я думаю, все уже заснули, кажется. Хорошо, ладно. Ну, к чему мы это говорим? Если на горе Арарат Ноев ковчег остановился, а вот этот вот парень, который у нас в Чечне, вот этот мужчина, который копает Ноев ковчег, подожди, кто там пишет? Марат, да-да, Марат. О, огромная благодарность, Марат, да. Ну, Марат, который у нас в горах Чечни ищет. Смотрите, вот армяне к себе приписывают, а чеченцы к себе, да, допустим. Обратно же мы к армянам никаких претензий не имеем. Ну, просто мы рассказываем. И тут, смотрите, как каким-то чудесным образом, эти еврейские потомки, ну это же Ноев ковчег, да, они появляются в Египте. Вот какая связь, где нету гор? Египет в Африке, да? Африке, да, Египет. И горы там, ну, Чечне, и вот гора Арарат на границе Турции и Армении. Видите, как они все рассказывают сказки? Это одно, что это сказки, которые мы сами себе хотим приписать и сами себя обманываем. И евреи тоже врут, потому что как она могла оказаться Агарь, египтянка, наследница этого Ноя в Египте, если они нашли приют в Ноевом ковчеге на горе Арарат или там, допустим, в Чечне. Это все объясняет, что это все сказки. Не верьте этим сказкам. А дальше уже всем известно, служанка египтянка Агарь родила Исмаила, а жена Авраама Сара Исаака, после чего Авраам стал именоваться Авраамом, отцом народов. Вот вам. Как это было? А той сказки там конец, а кто слушал, молодец, вот это вот все. Так, дальше читаем. Что же написано в Библии об Исмаиле Ишмаэль? И сказал ей ангел Бога: вот ты родишь сына и наречешь ему имя Ишмаэль. И будет он дикарь-человек, рука его на всех, рука всех на него. И пред лицом всех братьев своих разместится он. Тора Бытие 16, 11, 12.
синодальной Библии тот же текст, но об Измаиле сказано так. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Что сказано о будущем Ишмаэля? Бог сообщает Аврааму. Но и от сына служанки народ произведу я из него, ибо он потомок твой, Брейшит. 21, 13. В принципе, все можно понять. Не желая обидеть Авраама, все-таки хоть он и от служанки незаконный, но сын же Бог обещает Аврааму светлое будущее его сыну Ишмаэлю. Но дальше происходит то, на что как-то не всегда обращает внимание мать. Ишмаэля египтянка. И женит, прошу прощения, она сына тоже на египтянке. И поселился он в пустыне Паран. И мать его взяла ему жену из страны египетской Брейшит, 21, 21. Паран – область без четких границ, видимо, Синайский полуостров и территория между Ханааном и Египтом. Места обитания кочевых племен, которых древние евреи и могли относить к исмаилитам. И еще раз подчеркнуто в Библии, а вот родословие Исмаэля, сына Авраама, прошу прощения, сына Аврагама, здесь пишется, который родила египтянка Агарь, рабыня Сары. Это значит, уже христиане пишут в Библии. Видите, они как изменяют слова, буквы меняют. Ишмаэля, сына Аврагама, хотя он является Авраам, который родила египтянка Агарь, рабыня Сары, Брейшит 25, 12, родилось у Ишмаэля 12 сыновей, 12 вождей их племен. И расселились от Хавилы до Шура, что пред Египтом, вплоть до Ашуры. 25, 16, запятая 18. Каким же образом, это ссылки, если что, на Библию. Каким же образом дети Ишмаэля, дети полуегиптянина и египтянки могли превратиться в арабов? Вопросом задают и сами потом отвечают. Больше в Торе об ишмаэлитах как народе нигде и ничего не говорится. Хотя список народов и племен, с которыми приходилось сталкиваться израильтянам или о которых они хотя бы слышали, достаточно большой. И термина арабы в Торе нигде не встретить. Не было в библейские времена такого народа. Во всяком случае могли быть кочевые племена под другими названиями, которые уже во времена Мюзмахмада были объединены под этим названием. Ученые, этнографы очень тщательно анализируют все данные, приводимые в Библии, идентифицируя их с древними или современными народами. Но вот библейского народа по имени арабы напрямую не обнаружили. Ученые считают, что имя Измаил, очевидно, было названием какого-то древнего племени, вскоре исчезнувшего в дебрях истории, и термин «измаильтяне» употреблялся в Библии как общее название кочевников пустыни. В ряде эпизодов медианитян тут же именуют в нарицательном общем смысле ишмаильтянами Брейшит 37, 25, 27, 28, 36, точка, запятая, Шафетим судей, запятая, 8, 22, дробь 28, понимая под этим просто обозначение людей, это все ссылки на Библию, людей из пустыни, позже в период второго храма, когда расширились торговые связи евреев с протоарабскими племенами, их тоже стали называть измаильтянами. Значит, евреи их потихоньку сами назвали измаильтянами. Как же арабы стали потомками Ишмаэля Авраама? Объясняют. Мюзмахмад, смотрите, слушай внимательно, всем, это обращение ко всем кверхузадам, заднеприводным мусульманам, поклонникам, потомкам Мюзмахмада, арабов и поклонникам черного арабского истукана, идола смерти, тьмы, луны, Аллаха. Вот как они стали братьями. Так, читаем. Мухаммад, путешествуя с торговыми караванами, интересовался рассказами евреев и христиан об их верованиях и святых книгах. Идея с Ишмаэлем ему понравилась, и он объявил, что жители Аравийского полуострова арабы и есть прямые потомки Ишмаэля, а значит и Авраама. Отсюда прямой путь к двум кардинальным утверждениям арабов. Они арабы, напрямую от Бога, назвав его Аллахом. И потому Мухаммад и его последователи считают его Мухаммада пророком и посланником Бога. А всех предшественников Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Давида и так далее, а всех их там, кажется, 11 пророков, по памяти, я думаю,
переделав их имена на свой лад, первыми мусульманами, которым, по их утверждениям, современные евреи не имеют никакого отношения. В Коране, сура 2, аят 125, сказано, что Исмаил помогал своему отцу Аврааму Ибрахиму превратить Каабу в Мекке в святилище истинной веры. Так Авраам стал не только, по мнению арабов, их предком, но и основателем ислама как религии, хотя Авраам ни по каким достоверным историческим источникам никогда в Мекке не был. И, конечно же, к созданию ислама никакого отношения не мог иметь. Авраам жил за 2000 лет до рождения Мухаммада и создания ислама. И второе утверждение, вытекающее из первого. Ишмаэль, как старший сын Авраама, по их утверждению, был незаконно лишен права наследования, и потому вся земля Ханаана, Эрец Исраэль, так они сами евреи называют, Эрец Исраэль, или святая земля по праву принадлежит именно Ишмаэлю, а потому именно арабам. Значит, по убеждению арабов, евреи не имеют права на землю Ханаана, которую, по недоразумению, по инерции мышления и политическим целям, все еще называют Палестиной. И Израиль здесь незаконное сионистское образование. На этом построена вся идеологическая платформа современных арабов и с их подачи мусульман. Значит, вот таких вот яйцеголовых, тупорылых, дебильных русских православных, ахрусуна мусульман, яркими представителями, свидетелями которых были сегодня Точка, Ку, там, Билал, Шмилал, Бастион, вот эти все подрусские идиоты, рабы-русни, которые сегодня массами, пачками закидываются в Украину. Вот это их идеология. Им это все навязывают. Русское, вот это вот православное ахрусуна, ислам, и вот это русское террористическое образование, и все эти русские вот эти вот попы, а также это Россия как террористическое образование, навязывает нам этот ислам и всю эту идеологию бандитскую. Переписывая и приписывая историю, допустим, этих же евреев к арабам. А историю арабов, эти наши чеченоговорящие дебилы, приписывают к нам, говорят, что это наша история. Хотя она нашей не является. Какое отношение имеют чеченцы к арабам? Даже больше. До такой степени одурманена этой всей исламской вот этой вот этим мраком, который нам Россия навязывает, что даже турецкую историю мы приписываем себе, говоря, великий халифат при османах, это мусульмане, это мы. Вы что, идиоты, что ли? Какое отношение имеют чеченцы к халифату османов? Отоманской Турции, так называемой. Турки это вообще отдельная цивилизация. Но нет же. Они одновременно умудряются приписывать историю турков, арабов к нам, типа мы мусульмане, чеченцы, и тут же быть рабами русских, как сегодня заходили вот эти мудаки, педерасты, так их надо звать, заднеприводные, кверху зады, педерасты, карате, кю, я не знаю, кто это там, этот Бастион, вот этот вот, Билал, Шмила, ну, какой-то кучу лапшу, которые потом нам же говорят, русские лучше, чем чеченцы. Любой беспонтовый, пьяный, конченый русский, алкаш, наркоман, а также бомж, лучше любого чеченца. И если русский мне скажет, я люблю любого чеченца. Они сегодня договорились, что запись сделана. И они говорят, что Путин самый лучший президент. И одновременно они приписывают религию мусульман и исламскую цивилизацию к себе. И говорят, что они мусульмане. И потом они строят мечети и молятся там, мудаки. А мы им говорим, вы кверху зады, заднеприводный, мусул такой, ху обиче хачала уз, даёч пидорас юкус. И яц боши, глаз, как глаз, кюзгачо хажи, ала, что пусал у Бога, сам себе скажи, ху обиче хачала уз, даёч тагухсо, элта, шейшей махаби, вы идиоты, вы больные люди, хаскач сабахшумус, халхич бош, ну шухитам шдалдахам, шухититахам. Просто мы вынуждены это говорить как есть, потому что вы по-другому язык не понимаете. Вам Коран читают, вам историю читают, вам суры читают, аяты читают, сунны Мухаммада вам читают, хадисы вам читают, все вам читают. Вы все равно не хотите понять. Тогда мы вам говорим, вы педерасты, заднеприводные педерасты, кверху за чушу, кигадин, дахят, сон чушу. Вы знаете это сами себе, вам легче будет жить. Потому что Мухаммад этим занимался, ваш пророк Мухаммад. Это вся его история построена на этом. Кетам, Ждин, Сандоу. Сюндер, Кузязин, ну тут платформа современных арабов из их подачи мусульман
Потому что это навязывается всем мусульманам. Эта идеология на всех мусульман накладывается, эта история. Хотя она не наша история. Мы там вообще никаким боком не касаемся ничего. Война чиду, самду. Война это не наше. Так, с их подачи мусульман. Причем признание, на их взгляд, евреями родства Ишмаэля и Ицхака, сыновей Авраама, безоговорочно легитимизирует требования арабов, считающих себя, так им хочется, потомками Ишмаэля. Хотя нигде и никем это документально не утверждалось и не было доказано. Опять же, не учтена небольшая деталь. У народов и правителей всех времен дети от наложниц, рабынь, любовниц не считались законорожденными и не могли претендовать на наследование ни власти, ни имущества своих высоких отцов. Не может быть исключением и Ишмаэль, и все те, кто за счет спекуляций на его имени хотели бы подмять под себя то, что им не принадлежит. Если идею с Ишмаэлем арабы взяли из Торы, больше им негде было ее взять, ибо собственных источников их божественного происхождения не существует. То надо бы учесть, что нам написано. А написано там так. И отдал Авраам все, что у него Ицхаку. А сынам наложниц, что у Авраама дал он подарки, это стал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в страну восточную. Брешит 28, двоеточие, 5,6. Это в Торе написано. Следует обратить внимание на формулировки. Ицхак повторно назвал сыном Авраама, которому отец отдает все наследство, остальных же названы сынами наложниц, удостоенные лишь подарков. В этом суть. Если бы Ишмаэль был сын Авраама первым, принявшего имя Божие, то он должен был бы разделить убеждения отца. Однако до 7 века новой эры многочисленные племена, ныне известные как арабы, оставались язычниками. Или Ишмаэль не смог передать потомкам свои убеждения. Или опять же потомки Ишмаэля и арабы разные племена, слившиеся позже в языческий конгломерат. Конгломерат – это значит объединение разных племен, народов или разных людей, которые в общем не одинаковые, не однородные, в одно какой-то союз на общих интересах. Это чтобы понимали, о чем речь. Существовавший до эпохи Мухаммада. Монотеизм арабов появился на тысячелетие позже монотеизма евреев. Монотеизм – это значит единобожие. Моно – это значит один. Поли – это значит множество. Политеизм, монотеизм – это такие понятия теологические, чтобы люди понимали, о чем речь. Потому что мы работаем с чеченоговорящей публикой, напоминаем, мы с исламом не боремся. Все другие мусульмане, пожалуйста, не надо, чтобы мы получалось, что одеваем ваши чувства. Мы с вами за ислам не боремся. Пожалуйста, оставьте чеченскую нацию, верьте в своего Аллаха, своего Мужнавода. Просто мы доносим правду до наших чеченских слушателей, чеченоговорящих, и мы хотим, чтобы наши чеченцы освободились от этой арабской сказки, которую нам навязали русские. Так что вы не обижайтесь, не оскорбляйтесь, не вставайте в позу, не лезьте в чеченские дела. Нам этот ислам не нужен. Мы с ним сами разберемся, мы его выкинем из чеченской нации, к чертям собачьим. Так, читаем дальше. На тысячелетие позже монотеизм. Неоспоримый научный и исторический факт. Если мусульмане заявляют, что они всегда от сотворения мира были истинными мусульманами, просто они сами этого якобы не знали и не понимали, пока им Мухаммад не раскрыл глаза, то ему хуже для них. Во времена борьбы с космополитизмом в царской России СССР существовал анекдот. В одной деревне копали очень глубокий колодец, ничего не нашли, даже проволоки, из чего заключили, что именно в их деревне был изобретен беспроволочный телеграф. А Вельшанский, 2001 год, его труд, обращает внимание на еще важную деталь. С Авраама началась у его потомков обрезание, как символ завета с Богом. Этой же процедуре подвергся и Ишмаэль. Известно, что египтяне тоже практиковали обрезание. Если арабы от Ишмаэля, то почему-то исламские племена, впоследствии принявшие самоназвание Аль-Араби, не практиковали обрезание, когда визирь Набатеев
одно из арабских племен, обратился к иудейскому царю Ироду, конец 1 века до нашей эры, начало 1 века нашей эры, с просьбой отдать жены сестру Соломею, тот поставил условием обрезания. На что визирь ответил, что у них это невозможно, ибо они презирают этот обычай, и его визиря могут наказание побить камнями. Мусульмане от Исмаиля рассказывают, как мусульмане, мусульмане, и они рассказывают про мусульман, про Исмаиля. Идея происхождения арабов от Исмаила принадлежит Мухаммаду. Ситарам в своих статьях, интернетная его статья, обращает внимание на то, что в библейской фразе «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в Коране вставлено имя Исмаила. То есть все они становятся прародителями арабов. Как в свое время в триаду Маркс, Энгельс, Ленин вставили имя Сталина как истинного творца самого передового в мире учения. Это значит аналогия с тем, что сказку можно любыми вещами, как это называется? Когда вот перчат, слова забывают, прошу прощения по-русски. Но когда добавляют что-то как специи, вот если есть Маркс, Энгельс, Ленин, и когда уже надо было, чтобы Сталин там фигурировал, его тоже туда вставили. Вот что пишет Мухаммад Али Аль-Фара. Газета Аль-Иттихад, Объединенные Арабские Эмираты, 2002 год. В арабо-мусульманской истории в религиозном наследии получили широкое распространение ошибочное утверждение о том, что Исхак бен Ибрахим, Исаак, сын Авраама, является праотцом евреев, а Исмаил в арабо-мусульманской истории и религиозном наследии получил широкое распространение ошибочное утверждение о том, что Исхак бен Ибрахим, Исаак, сын Авраама, является праотцом евреев, а Измаил праотец арабов. Таким образом, Ибрахим является общим родоначальником как арабов, так и евреев. Если евреи все еще считают арабов своими братьями, то арабы давно отказались от этой версии. Не могут евреи происходить от Авраама и Ибрахима, право на это имеют только арабы. И далее сей ученый муж пишет, в Коране, смотрите, у него ссылка на научный труд. Смотрите, арабы, как они ссылаются, всегда доктор там какой-то там, доктор, шмокто, вот арабы мудаки. Всегда ссылаются на Коран. А как мы знаем, Коран придумал Мизмам. И далее сей ученый муж пишет, это ссылка, научная ссылка, по их мнению, на Коран. В Коране подтверждается, что Ибрахим, его дети и внуки не были иудеями. Об этом говорится в суре Бакара, корова, аят 140. Это все, понимаете? Этот человек ссылается на Коран, который является научным доказательством. Но это же идиотизм. Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Яков, и колено были иудеями или христианами. Вы заметили, что Исмаил он поставил в списке сразу же после Ибрахима, Авраама, впереди Исхака и Якова. Авраам – родоначальник иудеев, евреев и первый провозвестник единобожия, патриарх еврейского народа. Научение иудаизма, как известно, возвестил Моисей на основе божественного откровения в Синае. Ислам и мусульмане, повторяю, возникли на 2000 лет позже с подачи Мухаммада, наслышанного о Торе и христианских Евангелиях. Во времена Авраама и Моисея ислама и мусульман не было и быть не могло. Но это еще не все. Продвигая сына служанки как прямого первого наследника Авраама, попирая религиозные, историко-этнографические и археологические факты, он вообще отрицает существование такого народа, как евреи. Это, в принципе, не ново. Арабская пресса только об этом и твердит. Но все-таки один перл приведу, дабы всем было ясно, с кем мы имеем дело и на что их наглости может ходить. Итак, в Торе говорится о том, что 12 сыновей Якова являются основателями родов, которым якобы принадлежит современный еврей. Что он считает широко распространенным в настоящее время ошибкой. Аль-Фара очень недоволен тем, что евреи исключают Исмаила из числа тех, кому Господь дал завет о даровании священной земли на том основании, что Хаджар Агарь, мать Исмаила,
была служанкой Ибрагима. Как мы уже писали выше. Как к этому относились все власть имущие, и в том числе на Востоке. Были свои дети и были дети наложниц. В Торе, Бытие 25, двоеточие 1, запятая 2, говорится о том, что Авраам после смерти Сары еще раз взял жену, и родила она ему 6 сыновей. Кроме того, были еще сыновья от наложниц, и всех их он отправил с подарками. И Исмаил в их ряду как сын служанки, не более того. Но свое наследие Авраам оставил только Ицхаку, как первому законному сыну своему. Арабам нужен аргумент, чтобы заявить свои несуществующие права на никогда не принадлежавшую им землю Ханаана. Кстати, в Коране много говорится о том, что земля Ханаана была дарована Богом Аллахом именно евреям. Но это уже другая тема для разговора и для истории. Что означает слова семиты? Значение слов семиты. Происходит этот термин от имени Сима Шема, сына Ноя. Немецкий ученый Шлёцер в 1781 году предложил это название для всей группы близко родственных. Это немецкий ученый предлагает этим арабам, а также евреям, чтобы их называли одним именем. И они это принимают, понимаете? А тут нам рассказывают, арабы самые умные. Происходит этот термин от имени Сима Шема, сына Ноя. Немецкий ученый Шлёцер в 1781 году предложил это название для всей группы близкородственных языков народов, которые перечислены в библейской генеалогии как потомки Сима. Но в XIX веке этим лингвистическим термином стали именовать расу, решив, что если несколько народов говорят на родственных семитских языках, значит они имеют и общее расовое происхождение. Современные ученые считают, что такое мнение не имеет научных и других реальных оснований и даже называют ее псевдонаучным мифом. В энциклопедии КГЭ-7 1994 года можно прочитать: носители семитских языков неоднородны с точки зрения их этнического и расового облика. В современной науке понятие семит, а точнее семитские народы, как, например, термины индоевропейцы, индоевропейские народы, носят чисто лингвистический характер. Поэтому с научной точки зрения вхождение разных народов в одну языковую группу еще не означает их этнический, не означает их этнической или исторической общности. Семитские языки – одна из ветвей афроазийской семито-хамитской языковой группы. Говорящие на них народы живут в Западной Азии, Северной Африке, Эфиопии, Эритрее и так далее. Иврит, древний иврит называют также древнееврейским языком, входит в группу, собственно, ханаанских языков. Арабский язык входит отдельной группой, включающей множество сильно отличающихся между собой диалектов. В подраздел южносемитских языков входят языки и диалекты, на которых говорят в основном в Йемене и странах юга Аравийского полуострова. Так, кто же конкретно из многочисленных народностей, именуемых сегодня арабами, произошел конкретно от Ишмаэля? В Библии, скрупулезно описывающие все известные в те времена народы и их взаимосвязи, ничего не говорится ни о арабах, даже не упоминает такой народ, ни о происхождении арабов от Ишмаэля. Сие ведомо только Мухаммаду, да современным арабским ученым и историкам, пытающихся любыми способами доказать, что нет еврейской земли и нет еврейского народа, а все они арабы от Аллаха, Ибрагима и его потомков как первых и самых истинных якобы мусульман. Это все сказки. А теперь, что говорит наука? Так, кто у нас в гостях? Так, понятно, мы сейчас посмотрим, кто у нас в гостях, потому что уже люди нам пишут, что к нам присоединяются там разные люди. Кстати, этих подружек больше нету, да, сегодня? Они нас больше не тревожат. Криксран, вы с нами или уже все, мы вас потеряли? Вы уже в раю Фирдаус Джанатан Елсмани находитесь, да? Кайфуете? Получаете удел у Аллаха? Не, я тут проповедую, брат. Я еще не умер. А если уже я вас как бы утомил этим рассказом, вы уже говорите, мы можем прекратить. Не, очень даже интересно, я внимательно слушаю, брат. Да.
Не, я что хочу сказать, мы не хотим утомлять наших слушателей, потому что когда иногда много читаешь, люди устают от этого. Те, кто устает, а так нормально. Я с удовольствием Ну, дальше ладно. буду слушать. Ну, уже мы заканчиваем, тут буквально на 5 минут. Ну, просто интересная тема, конечно. Да. Целое приключение в Африке. Целые сказки Музмамада, да, как он рассказывал сказки. Хорошо, продолжаем. Так, рассказываем, да, что говорит наука об этом всем, то, что мы только что зачитали чуть выше, чуть ранее. Что говорит наука? По данным лингвистов, семитские диалекты северо-западной группы, позднее оформившиеся в ряд родственных языков, включая ханаанский, амарейский, иврит и другие, отделились от группы юго-западных диалектов, к которым лингвисты относят и арабский. Приблизительно на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры это не стыкуется с временами жизни Авраама и его сына. Просто чтобы нашим слушателям было понятно, почему мы всегда говорим, ну, почему читается и пишется здесь 4-3 тысячелетия до нашей эры. Это значит, летоисчисление идет в регрессивной форме. Значит, до рождения Иисуса Христа, который называется временем 0, потому что потом идет первое тысячелетие после Рождества Христова. Это регрессия идет. 4-3 век до Рождества Христова. Поэтому здесь 4-3 тысячелетие до нашей эры. Это не стыкуется с временами жизни Авраама. Это чтобы люди понимали, как нужно вообще историю изучать. Потому что многие чеченцы, к сожалению, это не в упрек сказано, из-за этих двух войн, геноцида, который устроила нам Русня, Россия, многие чеченцы не учились и не знают вообще, что такое знание, как учиться надо. Они не понимают, потому что это целая методика. Просто это недостаточно говорить человеку «учись», если он никогда не учился, он не понимает вообще, как учиться. Это целая методика, это целая наука, это целый подход, чтобы что-то учить, нужно уметь учиться. И этому обучают с малых лет. С детского садика, со школы они объясняют, вот так нужно работать, так с документами, там, с бумагами, с книгами, учат читать. К сожалению, у нас выросло 3 поколения, которые не понимают, что такое учеба, не понимают, что такое знание, не понимают даже, не осознают, как надо учиться вообще. Просто говорят, учись, но это недостаточно, надо людей учить учиться. И поэтому некоторые термины мы объясняем. Это не в упрек, или мы не смотрим с высока, мы хотим просто донести нашим говорящим, а также чеченским широким массам вообще, что такое знание, как на это смотрит наука. Поэтому, дорогие чеченцы, пожалуйста, мы стараемся для вас, ради вас, чтобы вы были нормальными, здравомыслящими гражданами этой планеты Земля. Не только там Чечни какой-то там оккупированный, а именно планеты Земля, чтобы были полноправными гражданами этой планеты Земля. Потому что планета Земля – это наш общий дом. И мы, как чеченцы, являясь жителями этой планеты Земля, имеем все те права, которые имеют все народы, нормальные, здравомыслящие, цивилизованные на этой планете Земля. Так, продолжаем. Это не стыкуется с временами жизни Авраама и его сыновей. Ишмаэль мог говорить или на одном языке с Авраамом, или позднее на египетском, или на языке того племени, где он стал жить. Получается, что стать родоначальником арабского языка, как и родоначальником арабов, он никак не мог. В Библии приводятся имена 12 сыновей Исмаила, без дальнейшей расшифровки. Прегрейвс и Эрпатай. 2002 год связывает их имена, это их работа научная, связывает их имена или с определенными территориями, чаще в сирийской пустыне, или с названиями аравийских племен, увязывая эти данные с документами ассирийских царей. Они пишут, после того, как Давид основал свое царство, исмаилиты, видимо, были оттеснены на юг, это значит арабы, которые арабы, где смешались с арабскими племенами. Позднее арабы приняли ту точку зрения, что все северные арабские племена произошли от Измаила. Гойкин Ше, идея о том, что евреи и арабы являются кузенами через Исмаила и Исаака, не было традиционно ни в Библии, ни среди древних арабов. Но поскольку она была безоговорочно принята в еврейской литературе со времен Второго храма и введена Мухаммадом в священное писание ислама, положение о близком родстве признавалось народами на протяжении всего долгого периода их симбиоза в исламские времена. В вавилонских надписях, табличках и при археологических раскопках обнаружено упоминание государства Маан, Миниан, Милук, Сабена и Набатей, которые были созданы арабскими в современном названии племенами. Королевство Набатея просуществовало до 106 года нашей эры, когда его захватили римляне. Но нигде нет упоминания ни об Аврааме,
ни его сыне Исмаиле. По данным раскопок захоронений и обнаруженных при этом надписей, в пантеоне Набатеев имя главного бога было Душара, а богиня Аллат. Ни одна из древнеарабских, миньянских, сабианских или набатейских надписей не упоминает имен Ибрагима или Исмаиля, или какого-либо другого имени из иудейско-христианской традиции. Сита Рам Гойл. Это здесь на английском написано. Хочу процитировать двух арабских авторов. Араби Аль-Мустаариба, словарь ислама, чистые арабы, которые происходят от Ектана и Хатана. Йоктана, сына Эвера, потомка Шема. Евреи, потомка второго сына Эвера, Пелега. Напомню, от Пелега в пятом поколении, от Терраха родился Авраам, отец Исхака и Ишмаэля. Ясно, что ветви арабов и евреев, если какие-то общие корни, пусть даже гипотетические были, разошлись еще где-то до 7 колена. Их арабы считают своими принципиальными прародителями. Смешанные арабы утверждают, что они происходят от Ишмаэля. В действительности это утверждение является результатом многих романтических легенд, которые они сделали в своей истории. Зачитываю снова. В действительности это утверждение является результатом многих романтических легенд, которые они сделали в своей истории. Второй автор. Ад-Дин Шариф. В доисламские времена Ишмаэль никогда не упоминался как отец арабов. Лоренц В., это значит Лоренц Аравийский, считает, что жители Сирии, Мидии и Моава четко отличались от потомков Йоктана, населявших Аравийский полуостров. Энциклопедия, ссылки сейчас. Народы и религии мира, научное издание «Большая российская энциклопедия», 2000 года издание, сообщает, арабы Аль-Араби, самоназвание группа народов, метаэтническая общность, предки арабов, племена Аравийского полуострова, у которых во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, после одомашнивания верблюда, начал складываться хозяйственно-культурный тип кочевников, верблюдоводов, бедуинов. Первые североарабские государства первого тысячелетия до нашей эры начало новой эры не консолидировало племена Аравии в единый этнос. Это произошло только с появлением ислама и созданием арабского халифата в VII веке нашей эры. С началом завоеваний VII века этноним араб превращается в самоназвание аравийских племен, составивших средневековую арабскую народность. Понимаем, что затронутая нами тема весьма сложная, потому просим наших слушателей, читателей за обилие цитат, но не можем не приводить мнение тех специалистов, которые специально занимаются этим вопросом. И все же, в заключение, еще одна очень важная цитата к проблеме достоверности псевдородственничков. Немусульманские свидетельства, найденные в материалах на греческом, сирийском, армянском, иврите, арамейском и коптском. Это значит, копты в Египте они живут, христиане, которые сохранили свое христианство даже после завоевания музмахмадовских войск, и которые исламизировали весь Египет. Их называют коптами. В коптском древнем, чтобы, понимали люди, о чем говорят. В коптском древнеегипетском, они говорят на древнеегипетском языке, кстати, языках. Мы имеем также большой массив арабских надписей, которые предшествуют мусульманской традиции. Все эти материалы по большей части противоречат тому, что говорит исламская традиция и Коран. Здесь Коран, археология и немусульманские источники. На английском это звучит так. The historical debate. В общем, избави Бог нас от таких навязанных нам по недоразумению родственников. На сегодня нет никаких научных, исторических, археологических и древних, ни арабских, ни мусульманских источников, где бы хоть в какой-то мере были подтверждения арабско-мусульманских притязаний на первородство. Выражаем вам всем, дорогие слушатели, подписчики, а также те нас будут слушать, огромную благодарность, а также соболезнования по поводу того, что на Тору, Танах, иудейскую создали патриархи еврейского народа, и Новый Завет христианства создали тоже не арабы. Все, на что арабы оказались способны, это арабы, значит, это Мухаммад, Мухаммад, и также все последователи Мухаммада. Все, на что арабы, зачитываю снова, чтобы понимали, чтобы осознавали вообще люди, все, на что арабы оказались способны, это переиначить Тору и христианскую Библию на свой лад без всяких новых идей.
Да, исторические евреи и арабы оказались только соседями, не более того. Вот такая вот история. И после этого сейчас зачитаем суры и аят из Корана. И они говорят, что евреи произошли от обезьян. И на сегодня я уже закончу, потому что я уже не хочу вас больше томить, чтобы вы послушали. Кстати, эту статью мы выкладываем на печатном формате в ленту этого канала. Пожалуйста, кому интересно, читайте. Мы не скрываем. Мы ничего не скрываем, мы наоборот стараемся все донести как есть. Так, сейчас читаем суру аят Корана, где говорится, что арабы, что это евреи станут обезьянами. После всего этого, вот что Музмаму придумал, когда они не согласились принять его сказку, что они произошли от Ишмаэля, сына Авраама, то он им сказал, Музмаму, сура, это звучит смешно после всего того, что мы зачитали, сура 2, аят 65, Аль-Бакара Корова, 65 аят из 286. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Вы сказали им, будьте обезьянами презренными. Тафсир читать не буду, потому что там очень интересно, но пока мы уже как бы много всего зачитали, дали информацию, мы это оставим на потом. На этом я заканчиваю сегодня. Шунборкал Бог Дейрейс Кулиль, Бях Мобил Вахулан. Даязер, Сацдовой, Шейн Млах, Парат Хамел Дикуша, Поркал Дейрейс Кушан, Дал Яхабер, Дал Ятуба, Дал Нисон Дяцанон Дяу, Новчихан, Поргат Дохпил, Дал Нисон Дяцанон Дяу, Качлой. Якщо думав, ко Нагасан Шехалгейта Галатана Сейн. It's armot bald dat bent je do. De deel was na witam це тесто дело ті отцу усилі. Бент je alles de. Ik niet слушаваться все ці уровень кача до. Бидло чую да це деградация чую шейтан деградирует адам представление от присутствия их духа этих дебилов, то до их уровня качества хочешь не хочешь просто контакты их лаэтес мел болезнью и представляешь вообще не нанхия и умлушва о дебилов мозг нанхиёш а я же вижу что это деградированные люди которые трогают материи но представь один просто-напросто и азхаза уже даст деградирует дух даст который от них исходит от этого дебилизма то елки-палки мы болезнью шох даст شاشم إتاكي شو بلنو دي وعاخو شو شلور دايلا شنانو حيو دايتر شلور دايلا شو تا Африка халё приключения суть оло цер дай цер истории отсуман оло воуши бай ач ты возу шулор дямадас реально дуй реально с кукухой поехали ребята хотя бы шей история хаусы что шей история хуба ала شيء إستوري عديد شيء إستوري عامية شو شيء إستوري اشتلاحة هنا عدد كروتش بابين هنا عدد счастливые هنا عدد إذا دي زردو عبوش يوم شديشة ووش تشوش يحشمو просто زرد هم داتشو نينا ترى أولي دوي هو حس ضدوش وشو تعود تعزوش شو آزي وهنا عدد أسامة بن زيد هنا عدد وراي تشبيدا تشو آمي وزغلاتي چند يوكي باكي ويتاح كي بيرشتر دوي تمشتش ويتاح كي بيرشتر تمشتش اوشتا عربوتا وراي تشو خاتشو تعونا عدد زيد وات كوكو دوي هو تا شيغر زود حقيق تبالو هو تا تونك انتو اشويتش دوي ويتاح دوقا هو تنع بيرشتر دوي تمشتش دوي реально تمشتش دوي سوزون بروسس بونشير شونديتسرا هو تصنع جرجر تك أنت يلا جيما وشتوي استعملوشن دي حتى وشتوي هو تصنع وهو تصنع دي حتى سوتي ماشينا بوا грузовик كنداس هو تصنع شدعوي بوشلو تشيزنا чена هو تصنع هو براسرف صرف Да, слушай. زوكر بس هو بقى Оға цаца Усам бин Зейдович просто Вагерга жим кантуа пацану цуан, да, вообще бердухос фактически.
هو صارت أم باتشنت أملو بات ساشا عبيد بوشلوش جروزو مشي دي الله وهاد عوالا بيردو داس لا لا سانت يهاد حتسووش اس جروزو كلا خوزو لزا تاس دكان سا حلوان دو هر كوچر وش وات مجينا خون جازة دلا استمتع داخلنا جيم باتان داشون دويتون داخل شندوي هو تنها пример собашон с герганале, но просто ошта арбота гейнер дито что идут как берешт эмштер зудри бердуй шуце тюроншта изнасиловать барни цанах принуждать барни дуй шейхумаш ни одна нормальная вера, ни одна нормальная культура, идеология никогда не навязывает свое дуй. О, tu навяз тир мадас тимол и он баду бэвэ что Del elde boş. Saçım öyle işte öyle. Temşin adı şu da. Dik öyle işte. Dik işte türünç. Mubahele şadon. Riyen sinmo veka haldo hum. Şey hum dagatsa doşu. I hum baad olu. Voşu bay reçbuh. Diger diyertin. Her humans чье мозг датского оар потихоньку я заметил, вы заметили, мы чуть-чуть начали деградировать. А знаете почему? Просто дух, что хахтала дуй. وخا عشان تعمل بيه مو ديردي تاش психушки да хаусу без лор тябат цао тюрш та книг хая у та первый быть не гнишен о хаяца на вот на ха иду развивающийся человек там хомо на леди пещер чуха лечили что вот на а туня кастурина и тят тяла у хуй сонин о модо хомдо у ашенин ца вот о ца божественно هم думаешь что тят тяла все хашин тв ца поема о ديل посланник اشترى вот на عمل ошуман лаяна он фиш буду истор сам до он хаусаш омета язди у 7 века а омета ажа кварт бахма ала вы машалла муч одо да хади лед воштас ишт усхун шат еша воши дать воши де мири поч тохм да цела вы посмотрите какую-нибудь нацию примерно в Европе, а дух перестроишь халашун кузатуй, дух отделения халашун. А в Скандинавии, например, отделяется Норвегии, там, Швеция, Дания, вот у нас датское королевство, отпускать пошадуй. Оца хаец, юм сади нашин вовшидуй, и христианский джаш хай коши, оца и тарюй боштуй. Аж и хум цадисна, аж о ичул, и независимость тисана гершун, возможно, даже цахич аордуй, кёртец öyle ينادوا دعوتنا وصنا غازوش كي خوشي مع بيحكي دوي ساسا ادمي كيف او شي كنت حجمه ويزي ادمش مو دوي او متى باخش حوسشنس او متى حوسس يشبو вроде бы адекватный христианш бу цаню, а не христианш бу. Ну, нормально, адекватно. Адам что это один тёло, аж бати, что он гуш буш, нормально будет, союз елеми гордуй. Но нет, уж кафеш мобу, а метта حاجة ومتى أولى واش براتو هوندوي وصنع أول شاز دا تعدوي نرتي عشرياش نو يبصوا إزغول عبو كاش الوقيت شون ها دعوة أنا شاس ما بيبلان جهات سيمو ميرو عدو يوم شتاشتوي реально факту представишь вирти авашо свили ватсон я томба вандой шемакши демери бачоса уларт яс ходом халдиез да она Мог только что там у него оправится один бат, шедемер дом там дуй. Вот и поэт бух ош баш дуй. Шулар ты амадати тю бахам то шадон шедемер дом шиеш пол. Сам дол его нахуй. А дуньям дуй дальше двигаться, что вы пока там застряли там в 7 веке дуй. Тем более шейдос, он что Африка, халё, приключения сейчас. Он метти хархал, или тут у нас Господь сказал там, кушай на человеческом, он отхода, и вот отсумати, что сейчас, ба, огунати, что бауш, и при этом вовше приводчи, то есть вовше гунады, искаженный дух бауш, что сон хастуй. Те тюриш, ададите хотя бы шей тюриш, он и диши, что адам шагеш хотя бы. Я купил диатицер. Пицца, да пицца.
Дика дицин, хазадицин, боды. Что уж дицин. Кстати, что мягко бац, что-то они пропали. Это что такое? Может, пришли в себя? Это мягко, что думаешь? Сэм, Уола, Хорезуй. شو مو باهلي Бомбору. ما شو ليش شو مو باهلي قيق صلت تلاش دقاني وشو شو Yani biliyorsun. Avar kuşağı yok mubakale. Yarın lodu orada azaya piserum. Kendi der kuşağı değil. Ser mubakale. Hatuş of ser mubakale. Çüye. هر بوق بوبو Там, худа хаян sen. Принципиально sen. Чуту уштар тходат. Гойч. То царь дүйца га. Хыга дый слой. Ахшейн эчхас сахит. Обижается. Ой, что дох читать? سلا Ой. تهو شموي دات هوني دات ريكا نيلسون ها ما اونلاين دات Ну, хазан дати, ну, царь просто дагойч дарует. Так, так, бьёл шту. Эш бьёл багет бар. Так. اشتا اشتن بنتا Сальдар, Самое главное, он это сальдар, это враг, самое главное, ущаш حبيبه مو بزودر بيت توي زودر سيد خير عمل سديد شين أولشن نيس دوك خيسير خيهم دام ودات والله تتوقع نوم так что Марко запись переучтика запись еще будет шла Чилнаун, Сэм, Хопчу Чилнаун, это называется на канале «Само дело». Прямой эфир Газдеповский, не я чувствую, прямой эфир от 9.11.2024 года под-русски чеченоговорящие рабы, под-русски русские православные окружка рабы в ударе и отрицают чеченскую историю и культуру. Слушаем и делаем правильные выборы, а второй вот именно нормально уже, когда мы их уже отправили, цендарба, индуйцу, ценчуджин, шит, не ждал, Остафируллах. فيش سن شق ساقوش سن بنيري فيش Да, мы уже начали нормально уже общаться на полезную тему для нашей нации. Цахули вы пойдали где еще шулахой. А там уже почти 2 часа день на день. الله عليك الله عليك شو الديرة Я الله просто عليك прикалывался с этих людей. Ах, тебя тут, опять уже Царшейн уже задела их, они ушли. اشتم ايمان دوت موبايل Смотрите, на Газдеповский сайт зайдите, только что выложили, буквально минута прошла, уже эти работают боты. Ушел ролик, вот у нас смайлик, дух ехка, а говно смайлики, тут вот это плачущий, красный, взрыв мозга. Али мы чего балдыш, молчать, дел да монахият еще. Кто также нахуй, вообще, честь, совесть, достоинства нет у них. Что мерзкий. А биохоли, tu что, объясни, да, цыганский ты уж мушил больше. Герство дала, цадисты там, хряды, да, вообще. Они даже себя показали вообще, какие они беспринципные, наглые, вот эти вот грязные, биоцахали. Даже они превзошли все наши ожидания. До такой степени пил бухущий. Прослушайте, это надо прослушать просто на самом деле. И складу вот здесь иногда тянешь. На откровениях вызывать, скажет царь Оштик, да, Ошта. А царь ходить будешь, да, ты понимаешь, набьёна будешь, ну и ни чести, ни достоинства, ни собственного чувства достоинства, ни уважения вообще к своей нации, к своей культуре, к своей истории, к своим предкам. Захоли вообще никакие-то, даже звери уважают своих родителей. Даже звери уважают своих родителей. Они вообще ничего не уважают. Нет ничего святого для них. Вообще ничего не святого нет. Какие-то ублюдки. Сара делда так эш иш отношения отцу усов ешоч охвоца хахлыш бех будет и وين واحد هو أجوا شاشوي أرحز كيتشلش وش تشبون دات بسادين بيحكم بعدسون سي عم بادي زت حنا عدو شاش اشت كروش وصدوش تفضوي يوم يلوش دنيا قردش دوي
Ладу выта. Заинтриговать, вышел. Да, Вова, тебе будет полезно. Флайинг Датчман, просьба в прямом эфире. Есть у вас возможность сделать Крикстона модератором этого канала? Просто Крикстон хороший оратор. Дайте ему возможность заходить, говорить там. Он лечит их просто от дарда, вот этим русским православным ослушкам. Просто чтобы он мог с ними говорить на равных, потому что иногда ему приходится выключать микрофон, видать, он когда четко что-то говорит. Но этот человек просто будет их лечить. Он будет зачитывать им суры, аяты из Корана и изгонять из них шайтанов и сатану. Это на ваше усмотрение. А также голубых джиннов. Да, из голубой мечети. ده المقوح كريكس مار شوغل عموغل Маш, берес дикузес. Тажим цонгшала корон хэтой. Корону докета шух. Юхцу очу хаша бучу. Берес юхцу очу хаша бучу эчтой. Исандо док дайс едош. Это наша национальная корона. 20 лет назад заразились мы. Да, это полностью вот школьный персонал, рабочий персонал, шайга, просто заразились. Аза, я не знаю, сейчас дочь у нас услышала, нет, пожалуйста, доведите до администрации этого канала нашу просьбу от народа чеченской нации. Огромная просьба. Сделайте Крикстауна, дайте ему такую возможность, чтобы он просто всегда мог говорить здесь, потому что Криксу надо дать возможность говорить. Этот человек должен говорить правду, доносить ее до широких масс. Умоляем вас, дайте ему эту возможность. Так, я должен удалиться. Прошу прощения у всех наших слушателей, мусульман, му'минов, муэдзинов. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Я ухожу в Фирдаус Джанатан Ясмани. Увидимся, иншаллах, Рахман. Аллах. Да, через пару минут к тебе присоединяюсь, братуха. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер.